Зацепил автомобиль, столкнулся со светофором и впоследствии отрицал свое участие в аварии. Две машины марки Kia Rio столкнулись на пересечении улицы Тульской и Фермского шоссе. По предварительной версии, предполагаемый виновник происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Он путался в показаниях и заявлял, что не сидел за рулем иномарки. Его версию выслушала Лина Зинатуллина. Я употреблял. А водитель? Водитель нет. В то, что водитель Kia Rio в этот вечер не выпил ни капли алкоголя, автоинспекторы не поверили. Его выдавали как сильный запах спиртного, так и противоречивые версии о своем местонахождении в автомобиле в момент аварии. А вы за рулем, да, были? Нет. А кто был? Не знаю, кто был за рулем, не знаю. Ну как вы не знаете? Вас за что задержали-то? Простое нарушение. Какое? Простое нарушение. Я повернул налево. Я просто повернул налево. То, что он сидел за рулем разбитого автомобиля, мужчина отрицал, но при этом утверждал, что его остановили за совершенный им вразрез правилам поворот. Об аварии и разбитой машине он якобы ничего и знать не знал. Развернулся налево, поворот не туда, короче, все. Ну, И потом авария, да? Нет. Как нет? А это же писал. Не знаю. Ну, то есть вы за рулем не были? Не был. Уберите. Хорошо, а вы не употребляли сегодня ничего? Нет, ничего. Но ввести в заблуждение ни автоинспекторов, ни алкотестер мужчине не удалось. Прибор, по рассказам очевидцев, показал больше 1,5 миллиграммов алкоголя на литр вдыхаемого воздуха. В таком состоянии мужчина ехал по улице Тульской, пока не столкнулся с автомобилем той же марки на пересечении с Фермским шоссе. Второй автомобилист, едущий по спуску, как раз хотел повернуть налево. Он ехал оттуда на высокой скорости, и вот стояла калина на красный свет. Он ее, видимо, объехать решил. И тут как раз я проезжаю. Мимо нас двоих он решил проехать. Задел меня. Ну и вот результат. После того, как предполагаемый виновник ДТП снес зеркало и продрал левый бок встречного автомобиля, он вылетел с дороги и врезался в светофор. Учитывая обстоятельства, скорее всего, мужчине придется возместить расходы за причиненный ущерб, восстанавливать собственный автомобиль за свой счет, а также оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, за вождение в нетрезвом виде автомобилист с большой вероятностью будет лишен водительских прав. Лина Зинатуллина, Айрат Назипов, Адель Мулахметов, вызов 112.